Здравствуйте! Вы смотрите программу «Интервью» на 108-м. И сегодня у нас в студии Вячеслав Денгакович Мартол. Здравствуйте, Вячеслав Денгакович. Да, спасибо, что вы пришли. И вначале хочу попросить вас рассказать вашу биографию. Где вы родились, в какой семье, кто были ваши родители? Я родился в далеком 1958 году. 26 мая это в селе Хайракан, через дорогу сюда, Дзюнхимческого района. И родители мои, по тем временам, интеллигенция советская, мама Мартол Кимай Пчеловна, известный народный учитель, методист, ученый, доцент. И папа Мартол Тунгак Сарыкаевич, тоже очень известный в свое время был человек. И я благодарен, что вы мне пригласили. Как-то совпало в том, что буквально недавно, 20 марта, моему папе исполнилось бы 95 лет. Вы знаете, потом в советское время он известный был человек не только как партийный работник, он был первым старем райкома комсомола, работал. Самое главное, он был у истоков, на мой взгляд, у истоков лыжного спорта Тувинской автономной области тогда. Будучи школьником, видимо, от природы был он очень физически талантливый, увлекся, лыжами. И когда он, пошел в армию, это ему лет 17 было, он мне рассказывал, что немножко так хотел в армию, что на 1 год прибавил себе возраст. 17-летний юноша пошел в остров Сахалин, тогда 3 года в рядах вооруженных сил Советского Союза служили. И тогда он впервые столкнулся с таким, наверное, большим спортом армейским. Его прапорщик был тоже спортсмен, лыжник. И попробовал его, он тогда очень хорошо пробежал и стал, участвовать в соревнованиях, в воинской части, призовые места занимал. Он мне рассказывал, что даже участвовал в армейских международных соревнованиях. Северная Корея, тогда, в Советском Союзе организовали такую армейскую спартакиаду. Он там выступил тоже довольно достойный. После этого, когда он, 20 лет было, после рядов Советской армии поступил сельхозтехником, и с тех пор, наверное, на протяжении 12-13 лет он участвовал во всех республиканских лыжных соревнованиях и занимал призовые, и вообще чемпионом был 12-кратным. И до 91 года, я точно помню, ветераны-лыжники всегда, о нем хорошо отзывались и говорили, что тогда длинные дистанции было, по-моему, 50 километров. До 91 года его рекорд не был побит. А скажите, ваш отец, он же служил еще в Министерстве внутренних дел, и насколько я помню, как раз в этом министерстве была такая очень сильная команда, и очень хорошо там уделяли внимание именно развитию лыжного спорта. Да, так получилось, что в 5-летнем возрасте, когда мне было 5 лет, родители уехали в Ленинград учиться, мама в аспирантуре была, и в тот же период она преподавала, первая партия наших была студентов, театраловедов, там институт кинематографии и театра был. Сейчас многие из них, конечно же, уже нет. Это первый был набор такой. Известно, недавно юбилей был, это Сагды Кадрол. Также Ширинол были. Я тогда был совсем маленький, они меня нянчили. А папа научился в Герценовском пединституте, мама там аспирантура, он закончил биологический факультет, биолог. После окончания, когда мы приехали в Кызыл, насколько я помню, лично, допустим, с мамой,
лично встречался с Солчаком Штока. Вот, все-таки он очень трепетно относился в общем, кадрам высшей квалификации, тем более с учеными, и интересовался, значит, где. После этого через года 2-3, по-моему, нам даже квартиру выдали, а папа работал вот как раз в обкоме партии в отделе сельского хозяйства инструктором. 5 лет поработал, а потом, вот как вы говорите, по партийному набору, значит, наиболее вот таких партийных работников в органы МВД, где он очень долго работал в отделе кадров. И тогда как раз он и среди ветеранов участвовал, и не только в лыжных гонках, и волейбол тоже. Вот, очень много, значит, и сотрудников через него прошли, принимал на работу. По тем временам всегда как бы карьера шла те, кто члены партии. А так как папа был членом партии, он многим давал рекомендации. А скажите, а вот какие качества вам привили родители? Вот за что вы им благодарны? Ну, так уж судьбой сложилось, что я единственный в семье ребенок, и, в общем-то, они меня, ну, жизнь показывает, не так и избаловали, да. Вот. Ну, наверное, это прежде всего трудолюбие, потому что они очень были трудолюбивы. И мама вообще с отцом меня всегда, в общем-то, воспитывали, примеры говорили, что надо всегда к своей работе относиться очень требовательно, быть честным. Вот. И самое главное, делать пользу, добро людям, вот тому коллективу, где ты работаешь. Ну, я старался как бы все вот эти их наказы выполнять. А почему вы выбрали историю? То есть вы же закончили Ленинградский университет, исторический факультет? Да, исторический факультет. Но вы знаете, здесь интересная история. После 10 класса, ну, наверное, гены папы ко мне пошли, он пытался меня на лыжах. Ну, я школьные только соревнования как-то выигрывал, вот, на республиканском не потянул. Мои соседи были известные в тот период, в начале 70-х годов, братья Байролы, боксеры. Вот. Это Борис, значит, Дангакович Байрол и Валерий Дангакович. Это первые кандидаты мастера спорта по боксу. Их младший брат Эрес Байрол, это первый министр наш МЧС. Вот. И вот они постоянно, у них дома груши, вот они занимаются, и как-то меня вовлекли в секцию бокса. И, ну, наверное, в классе 6-7 стал заниматься, и в 8 классе, по-моему, да, первенство города выиграл, и 9-10 тоже республику. Вот. Но хотел поступать в физкультурный, но мама наотрез отказалась, говорит, это несерьезно. Хотя я слышал, что тренер мой приходил домой и уговаривал, значит, родителей отдать физкультурный факультет, что вроде у меня есть какие-то задатки, значит, спортсмена, боксера. Но здесь, ну, мама – это святое. И тогда я ей сказал, что тогда буду поступать на юридический, хочу как папа быть в органах внутренних дел. Мама здесь тоже мне отказала. Я сначала обижался, она говорит, знаешь, говорит, сын, у меня одного милиционера в семье достаточно, потому что папа часто, ну, дежурство, задерживался, поздно было. Вот, так что давай думай. И мне, в общем, я благодарен своей учительнице истории 7-й школы города Кызылы, до сих пор помню, Щукина Мария, по-моему, Александровна, да. Вот, она очень интересно проводила, значит, уроки истории. И я увлекся историей, и она мне, мама спросила, что тебе больше всего нравится из предметов? Я говорю, историю. Вот тогда и поступай. И, естественно, я поступил в город Ленинград на Неве, так как детство мое там прошло. И проучился тоже. Вообще, я считаю, город на Неве второй малой родиной, детство там. И вы знаете, вот почему я вспоминаю этот город, потому что
начальные классы, когда я значит, учился в Ленинграде, пионером, меня принимали в артиллерийском музее. Все наши преподаватели были блокадники. Поэтому вот у них как бы вот отношение, что такое добро, честность, помогать, значит, своим сверстникам. И когда в 1975 году поступил в Ленинградский госуниверситет, тоже профессорско-преподавательский состав, все были, конечно же, и блокадники, и ветераны войны. Очень блестящие были, конечно же, профессоры. И я благодарен этому городу. К сожалению, вот как-то вот давно я там не был, только в аспирантуре, это, наверное, в 1989 году в последний раз, ну, как-то так не получалось. В Москве был, а в Питер так не побывал. А вот вы писали диссертацию, и вами был выбран период развития, да, вот Тувы именно с 21 по 44 год. Да, почему именно этот период? Ну, знаете, на мой взгляд, тогда мне казалось, что этот период, ну, в тот, значит, аспирантура, это с 89 по 91 год. Вот. Ну, это были 90-е годы, когда, да, наверное, интерес к истории, да, возрос намного. И мне казалось, что история вот нашей государственной, она не всегда до конца на тот период раскрыта, особенно если сейчас рассматривать с тех призм далеких лет, все-таки опыт, допустим, межнациональных отношений в Тувинской Народной Республике сегодня актуально, потому что в тот период, допустим, русская самоуправляющая трудовая колония была в Тувинской Народной Республике, совершенно иностранном государстве, работала по законам другого государства, то есть СССР. И что главное, что русские самоуправляющие трудовая колония, они не требовали к себе какой-то экстратерриториальности, дайте нам отдельную территорию, чтобы язык был там отдельный, культура. То есть очень гармонично они жили, и мне кажется, на сегодняшний момент это очень актуально. Вячеслав Дынгакович, ну вам довелось поработать при 3 главах, да, республики, то есть, да, первый президент, и Шалбан Карол, и вот ныне действующий глава. Вот вы могли бы сравнить, при ком вам, как говорится, хорошо работалось? На мой взгляд, все-таки в то сложное время, где работал Шерегул Зизикович, очень много сделал для республики, и до сих пор его считают не только первым президентом, а вообще национальным, народно выбранным президентом. И надо отдать должное, что он, в общем, действительно дальновидный был, несмотря на то, что очень тяжелое время было, да, 97-й год, и до середины 90-х было, конечно, очень сложно, и заработной платы под несколько месяцев не получали. Но он далеко пошел вперед и принял. Вообще первый указ, если я не ошибаюсь, у него был это защита материнства и детства, то есть это как бы социальный. Очень много в корень смотрел, то есть семья должна развиваться. Вот, то есть он защитил семью, и насколько я помню, следующий, вот если говорить о социальной сфере науки, он республиканскую программу принял, где для аспирантов, значит, были небольшие стипендии, хоть и с задержками, да, но, в общем-то, помогало в тот период. И если я не ошибаюсь, была программа, указ о выделении, значит, молодым ученым, которые защитились, квартиры. Ну, очень сложно было, но, по-моему, оно работало, получило. Ученый ряд, вот до сих пор и как-то мы встречались на День науки и вспоминали, что вот Шерегул Зизикович нам выделил квартиру. Далее. В этом плане он далеко смотрел вперед. А по отношению к науке, то есть есть ли какие-то отличия? Ну, по отношению к науке, ну, мне кажется, здесь, на мой взгляд, все-таки и Шалбан Валерьевич, и Владислав Тавачтаевич, ну,
они как-то больше, вот если говорить Владислав Таевич, больше, наверное, он хозяйственник. Он больше внимания на строительство, да, ну, вот, на, так сказать, такие сферы. А по науке, ну, желательно бы, хотелось бы больше обращал внимание, потому что, допустим, в прошлом году 80 лет нашему институту мой коллектив так ждал, что будет встреча, значит, с главой республики. Вот, обычно, ну, при таких больших юбилеях обязательно такая встреча это с коллективом, и решается ряд, ну, таких злободневных вопросов. Очень много интересных монографий написано нашим сотрудникам, к сожалению, финансирования нет. Вот, и хотели вот как раз попросить у правительства тем, чтобы, значит, приобрели мини-типографию, чтобы мы их могли бы хотя бы сами издавать в пределах там 300 страниц небольшим тиражом. Но это сейчас, в принципе, многие делают, но, к сожалению, значит, занят был. Вот, и вот эта встреча не состоялась. И что интересно, что наши сотрудники годом раньше, значит, это в 2024 году ездили на такой же юбилей, 80 лет, на год старше наши соседи Хакняли, институт такой, на их юбилей, и там был и губернатор Коновалов, и спикер был, поздравили. И самое главное, что встреча перед этим была тоже, и мы очень так белой завистью нашим соседям, им наконец-то майский указ президента Путина выполнили, они среднюю зарплату подняли, значит, на уровне 2 зарплат средних по, значит, Хакасии, около 100 тысяч. Ну, а при Шалбане Валерьевиче, то есть финансы были? Ну, про Шалбана Валерьевича, вы знаете, я тогда в самом эти дни не работал, но, мне кажется, в общем-то, развивалось, потому что количество защищенных очень пошло в гору. Вот за тот период, когда Шалбан Валерьевич был. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки на тот период очень мало уделяется вот инженерным, так сказать, специальностям, ученым, да, очень мало у нас, значит, кандидатов наук в техническом плане, больше как-то у нас гуманитария. И довольно большой скачок вот медицина. Они молодцы, очень много защищенных, и сельское хозяйство в этом плане. Вот. А вот мне кажется, все-таки инженерные специальности, они востребованы должны быть. А скажите, ну вот сейчас на данный момент какие проблемы существуют и какие проблемы необходимо было бы, ну, в таком, ну, не срочном порядке, хотя бы, ну, в первейшую, да, очередь решить вот относительно развития науки в Туве? Ну, дело в том, что нет у нас органа, да, исполнительной власти, который бы конкретно занимался наукой. Если есть Министерство образования и науки, я не знаю, слово «наука» они добавили или нет, но есть там небольшой отдел, всего 3 человека. Ну, конечно же, с тем, чтобы, значит, отдел развивать всю, значит, науку республики, они вряд ли потянут, вот, то, мне кажется, наверное, хорошо забытое старое, это, наверное, нужен государственный комитет по науке и, наверное, учебное заведение. Ну, а что может решить такой отдельный орган? Ну, во-первых, то, что я говорил, прежде всего уже конкретно будет финансирование. То есть, если есть орган исполнительной власти, он должен, значит, свой бюджет, и эти средства, конечно же, будут использованы только в науке. А когда эти все средства в таком большом министерстве, как образование, ну, вы знаете, там он
можно сказать, тает. Тает. А разве не достаточно вот различных грантов, каких-то, не знаю, там, Сейчас очень программ? модно пошло вот это грантовое, так сказать, движение, да. Но если есть у субъекта финансовые средства, обычно Российский научный фонд 50/50. То есть, образно говоря, ну, последний раз, по-моему, года 2 или 3 назад, 6 миллионов, значит, правительство выделило, да. Вот. Мне бы очень хотелось, допустим, из этих 6 миллионов 50/50 сначала какие-нибудь 3 миллиона оставить на местные нужды, то есть республиканские, так сказать, научные учреждения, то, что я говорил, это экспедиционная деятельность, полевые, да, а вот эти 3 в Российский научный фонд. Российский научный фонд софинансирует 50/50, образно еще 3 добавляет, 6. Ну, 6 это что? Это ни о чем. Даже если было раньше 6 плюс 6 – 12, ну, допустим, если взять Саха и Якутию, я понимаю, сравнивать очень сложно, но просто их подход. Вот, у них только на развитие якутского языка в год около 90 миллионов ежегодно. Вот. А у нас, допустим, мы расчеты делали по стратегии развития тувинского языка на 10 лет 73, по-моему, миллиона. Вот, то есть где-то в год 7 с лишним миллионов, но хоть это минимальное, хоть каким-то образом дальше шло, но насколько последние 2 года я знаю, что по данной программе практически не финансировалось. Мы немножко здесь, мне кажется, самоуспокоение, как бы этническое практически, да. Республика, значит, 80 с лишним %, значит, коренное население, все говорят на как бы на родном языке, но сейчас тенденция довольно сложная в том, что с развитием вот этих гаджетов, да, телефонов, вот, очень интересные детские передачи, значит, мультфильмы, все на русском языке. И получается, что вот начиная с малых лет, уже с дошкольного возраста, с детского сада, дети очень быстро осваивают русский язык. И, прогноз социолингвистов у нас тоже не хватает. Кстати, наши соседи и наши, значит, землячки тоже работают в Бурятии, как-то связь есть, они говорят, лет через 15-20, вырастет поколение, которое не будет знать родного языка. Кстати, вот многие соседи хвалили его принятие. Вот, Тува молодцы, приняли стратегию тувинского языка, но они как бы нам на будущее говорят, посмотрим лет через 5, как вы, так сказать, будете реализовывать эту стратегию. Намекая, что финансирование у нас как пойдет, это, пока вот такая тревожная тенденция есть. А скажите, а почему вы ушли с должности директора ТИКПИ? На мой взгляд, система, которая была при Шалбане Валерьевиче, когда всех практически госслужащих, руководителей или замруководителей, не знаю, как вот годичный контракт. Вы знаете, это, не знаю, это, наверное, только у нас в республике. Если человек как бы считается плохо работал, не продлевает контракт. Я 4 года отработал, вроде нормально, но каждый год как-то нервозность, когда контракт кончается в коллективе. Вроде коллектив меня поддерживает, все равно, значит, то одно, значит, в соцсетях, значит, я только, по-моему, удивился, 1-й год у меня заканчивался, или 2-й год в соцсетях пишут, вот, значит, в институте нашем, значит, коррупция в грантах научных, да, что Мартол чуть ли не эти гранты там в карман себе ложит и так далее. Вы знаете, это неприятно. Мне пришлось даже обратиться в департамент. Значит, есть против борьбы с коррупцией, чтобы они как бы
меня перепроверили, но перепроверили, все нормально. Вот тем более сейчас, ну, как бы уже когда вот централизованная бухгалтерия стала лет 5, наверное, назад, даже чуть позже, 4 года, наверное, назад, да, ну вот, ну, практически, ну, все прозрачно, все идет централизованной бухгалтерии, наличные на руки никто не берет, и поэтому, ну, наверное, коррупция здесь смешно говорить. Ну, тем не менее, 4 года вам продлевали контракт, и последний год не продлили. Почему? Ну, наверное, не слишком удобный я руководитель, наверное, в каком плане. Ну, Может, потому что вы часто требовали финансирования? ну, не требовал, Нет, а часто, ну, не боялся говорить правду, наверное, да. Что и финансирование нужно, и вот, ну, наверное, не очень удобный был, значит, руководитель, который немножко вразрез идет, так сказать, общей, значит, течению, да, лояльность и так далее. И, ну, наверное, только такое объяснение. А скажите, а вот для вас было неожиданным, что контракт не продлили? Ну да, в общем-то, не знаю. Дело в том, что вы понимаете, вот как-то вот вы говорите, сравните двух руководителей, трех, да? Да. Вот, допустим, при Сереге Зиевиче, да, допустим, мне, значит, и помощники всегда говорили: Вячеслав Денгакович, нужно минимум раз в квартал, минимум, значит, ну, в конце квартала, да, попадать на прием, значит, Сергею Зиковичу и доложить о своих, так сказать, насущных делах, да, какие проблемы есть, где помочь, ну, каким-то образом отчитаться. И вы знаете, там он был очень демократичный, я помню, значит, чтобы попасть на прием, я вот вечером после, значит, вечером, ну как, рабочее время заканчивается, часов 6 вечером, значит, ждал в приемной и зашел к нему, наверное, только в 11 часу. Я помню даже его голос через секретаря: кто там в приемной, ему говорят, там Мартол, а пусть ждет. Вот. Ну и мы, в общем-то, вопросы многие решали. И, то есть сейчас система совершенно другая почему-то. При Шалбане Валерьевиче практически невозможно было попасть. Вот, на прием, ну, по-моему, даже когда я работал вот, почти 3 года руководителем Рособорнадзора, я только 1 раз, по-моему, попал на прием, и то там это как-то было, что-то какое-то награждение, значит, студентов, что-то в этом плане. А так очень сложно. При Славе Тавачевиче, ну, можно было, но не так, как хотелось бы. Да, мы встречались и это говорили, особенно первые 2-3 года очень часто было, но а потом почему-то вот 3-4 год очень сложно было. Видимо, человек очень занят был, но все-таки, ну, институт при правительстве, мне кажется, ну, наверное, почаще надо пульс, так сказать, чем живет старейший институт. Ну, не только старейший, вообще наш институт 80 лет, он же дал, можно сказать, дорогу образованию. В Тюменской Народной Республике был ученый комитет в 1937 году, потом из ученого комитета вот вышел наш институт НИАЛИ, первые учебники, да, вот, алфавит, учебники, и все, и вся первая наука, первые, значит, ученые вышли с нашего института, вот, то есть первая научная интеллигенция. Вот, то есть, ну, мне кажется, конечно же, такой институт должен на особом счету быть. И какие у вас сейчас планы? Чем вы будете заниматься? В общем-то, во мне до сих пор как бы это преподаватель сидит. Вот. Я вот когда в ТИРО работал, читал лекции, ну, насколько я знаю, слушатели всегда хорошо отзывались, не говоря про университет, ну, это уже было давно.
Вот, ну, наверное, как-то вот на преподавательской деятельности. А какие-то исследования у вас в планах есть? Может быть, написание книги? Вы знаете, очень много хотелось сделать, вот, но мне бы хотелось обратно в институт вернуться. Но не знаю, почему-то мне доложили, что меня не хотят брать в родной институт, но здесь, наверное, очень как бы странно. Мне бы хотелось, конечно, заняться наукой. Допустим, трансформация органов исполнительной власти, вот то, что вы спрашивали, да, годы ТНР до сегодняшнего дня, очень интересно. В том плане, что первые годы Тувинской Народной Республики мы же брали модель Советского Союза, да, и исполнительной власти и так далее, то первый вот анализ делать первых документов правительства, да, ТНР, потом есть и парламент, они очень часто как бы совмещали друг друга, дублировали, то есть, по-простому говоря, не понимали, наверное, на тот период, что такое разделение властей, что такое исполнительная власть, что такое законодательная и судебная. Вот. И вот это окончательно бы хотелось бы, значит, вот это все посмотреть, всех членов правительства, те годы, да, ведь мы только по фамилиям знаем, исследовать бы, найти их на силовические как бы корни родственников, все это довольно интересно. Мне бы очень хотелось заняться вот этим. Ну, а заняться этим можно только будучи в институте, сотрудником института? Архив у нас довольно богатый, вот, и, может быть, даже в каких-то, значит, направлениях может даже конкурировать с государственным архивом, да. Вот. Ну, в государственном архиве тоже можно, почему же нет? Да, там же очень богатый так называемый партийный архив. Он все вошел в государственный архив сейчас, ну, там тоже можно, конечно, смотреть все там. Сейчас как раз пенсионер, наверное, будем заниматься. А то есть вы готовы и хотели бы вернуться в институт в качестве просто сотрудника? Ну, почему бы нет? Просто сотрудник. Потому что, ну, не знаю, в принципе, сейчас время меняется, ну, наверное, молодежь должна работать. Да, спасибо, Вячеслав Дангакович, за интересный разговор. Я напомню, что сегодня у нас в студии был Мартол Вячеслав Дангакович, заслуженный деятель науки Тувы. Вам спасибо за внимание. До свидания.